Уважаемые краеведы, уважаемые участники, как говорят казаки, братья, когда начиналось это движение в 2013 году, нас было немного, было всего 10 человек, инициативная группа. Первыми поддержали казачество. Ну и основная, конечно, задача пришлась на Хангаласке. Почему именно Хангаласке? Когда начали проверять, оказалось, что по спискам, вообще наши историки нам давали цифру 200, по-моему, 19 или 20 человек. Начали проверять, в Хангаласском было уже за 40 человек. Когда начали заниматься, получилась очень большая цифра по всем республике. Вчера нам принесли последнюю фотографию, просто по радио Викторию передали материалы о том, что проводят сегодня конференции. Ну, вернее, судьба человека запутана, жил в Вилюйстве, вернее, в Сунтарском районе, украл жену, попал на Первую мировую, воевал с иркутским казачеством, полку иркутского казачества, сотни. Потом вернулся сюда, ну и 1938 год, дед выдержал, будем говорить, за стенок, остался живой. Фотографию там, кто заинтересовался, можете посмотреть. Самые интересные материалы, то, что наши якутяне умудрились попасть и во Францию. Сегодня один из наших поисковиков об этом расскажет. Ну и самое главное, то, что установлено боевой клуб генерала Котельникова, участника Первой мировой войны. Если мы считали, что он после революции больше не был в республике, в Якутии, то ошибались. Он возглавлял после революции около полугода Киринскую команду. После этого он перешел с этой командой, был направлен в Иркутск и возглавил один из партизанских отрядов. Чтобы не затягивать ваше внимание, еще раз всех поздравляю с этим юбилеем. Здесь в основном собрались все единомышленники. И это действительно, будем говорить, народная инициатива. То, что поддержал народ, то, что пришел народ, вспомнить свои корни. И разрешите мне от имени нашего оргкомитета вручить за активную работу в поисковом движении медаль одному из молодых историков, Прокопьеву Владимиру Сергеевичу.